Здравствуйте, в студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Еще 2 года назад были признаны как самые популярные в России 3 якутских национальных вида спорта. Это масс-рестлинг, которым занимается почти 13 человек. На втором месте якутская борьба хапсагай, почти 7 тысяч человек. На 4-м месте в рейтинге из 6 видов спорта стоят якутские национальные прыжки. Ими занимаются свыше 3500 спортсменов. А как развиваются национальные виды спорта, эти и другие, расскажет наш гость. С нами на связи Александр Бугаев, заместитель министра по физической культуре и спорту республики. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Скажите, как идет подготовка к 4-му чемпионату мира по масс-рестлингу, который пройдет в Якутске? Да, действительно, этим летом, в июне месяце у нас в городе Якутске пройдет четвертый по счету чемпионат мира по масс-рестлингу. Значит, вот совсем недавно, 4 февраля, вышло распоряжение главы Республики Саха-Якутия о подготовке и проведении к 4-му чемпионату мира в городе Якутске. А так, решение о проведении в городе Якутске этого чемпионата было принято на Конгрессе Международной Федерации масс-рестлинга еще в 2019 году. Сейчас на сегодняшний день создан оргкомитет, созданы рабочие комиссии по своим направлениям. Подготовка идет своим ходом, плановая подготовка. На сегодняшний день уже 31 стран подтвердили участие. Это порядка около 250 спортсменов. И плюс тренеры, представители, судьи, уже мы сегодня имеем уже около 300 человек. Но сами соревнования, они проводятся, с 21 по 27 июня. Мы специально выбрали, до этого мы проводили чемпионат в 2018 году, но оно проходило в ноябре месяце, это зимнее время. А в этот раз мы специально выбрали это летнее время, как раз в период нашего национального праздника Сэх в Республике Саха-Якутия. И сами соревнования пройдут с 21 по 27 со всеми его мероприятиями, а сами поединки 23-24 июня проводятся в спортивном комплексе «Триумф». Но мы еще планируем финальные поединки в абсолютном первенстве хотим провести именно в первый день нашего национального праздника в городе Якутске в Юсхатыне на Сехе Туймады. То есть это было бы тоже здорово для всех горожан и гостей столицы. При большом скоплении народа увидели бы наши земляки, самых сильных масс-рестлеров и маджины мира, скажем так. Поэтому на сегодняшний день подготовка идет полным ходом. Всего будет, среди мужчин будут поединки в 9 весовых категориях, среди женщин в 5 весовых категориях. Как вы думаете, учитывая эту популярность, есть ли шанс у масс-рестлинга войти в олимпийскую программу? Да, вы знаете, я хотел бы сказать так, что все олимпийские виды спорта, которые сегодня входят в олимпийскую программу, они когда-то были, практически все, когда-то они были тоже национальными видами спорта своих стран. И, конечно, все предпосылки, все шансы масс-рестлинга попасть в олимпийскую программу есть. Этот масс-рестлинг сегодня очень такой динамично развивающийся вид спорта, который вполне может конкурировать на международной арене с другими видами спорта. И тому подтверждение, прошлым летом у нас во время игр Манчары в Горном Улусе приезжали одновременно министр спорта Российской Федерации Олег Васильевич Матыцын, и президент Олимпийского комитета России Станислав Алексеевич Поздняков. И вот при встрече с главой республики они как раз-таки и этот вопрос конкретно обсуждали. И они поддерживают и дают очень хорошие шансы, и готовы нам помочь, поддержать именно в продвижении масс-рестлинга в олимпийскую программу. И сегодня, в этом году, главой республики в адрес нашего министерства тоже дано поручение, чтобы именно активно продвигать данный вопрос именно по включению масс-рестлинга в олимпийскую программу. Конечно, тут нужна системная работа, плановая работа и, конечно, определенная финансовая поддержка. И мы надеемся, что в будущем масс-рестлинг войдет в олимпийскую программу. Какие всероссийские соревнования пройдут по якутским национальным видам спорта в нашей стране? На сегодняшний день, в этом году, в основном проводится это соревнование именно только по масс-рестлингу, так как у нас масс-рестлинг является очень популярным, как мы уже сказали.
Значит, и вот так, значит, с 22 по 25 апреля в городе Казани в Татарстане пройдет чемпионат России по масс-рестлингу этого года среди мужчин и женщин. Так, ну и, значит, в рамках празднования столетия вот нашей республики Якутская АСР, значит, в ряде городов, и в том числе вот в городе Москве, в городе Санкт-Петербурге и во Владивостоке, в рамках вот проведения нашего национального праздника СТХ тоже будут проводиться всероссийские соревнования также по масс-рестлингу, по борьбе хапсагай и по якутским нашим прыжкам, национальным прыжкам. Александр Николаевич, известно, что во Владивостоке пройдут 7-е летние игры «Дети Азии». Какие наши национальные виды спорта туда включены? Да, действительно, нынче летом, значит, с 27 июля по 8 августа пройдут 7-е международные игры «Дети Азии». Ну, значит, согласно концепции международных игр «Дети Азии», значит, в обязательные виды спорта входят 3 наших национальных вида спорта. Это борьба хапсагай, масс-рестлинг, и в рамках, значит, ну, программы легкой атлетики, как отдельная дисциплина, идут наши якутские национальные прыжки. Так, ну, если вот кратко тоже проинформировать, да, значит, всего в Владивостоке игры пройдут по 19 видам спорта. Наша команда будет участвовать, будет представляться по 18 видам спорта. Значит, да, к сожалению, не участвуем по виду спорта бадминтон, но в силу того, что у нас нет на сегодняшний день хороших специалистов, тренеров. А так, значит, ну, порядка 185 детей сборный состав будет, да, и с тренерами более 220-30 человек. Но на сегодняшний день сборные команды по всем этим 18 видам спорта идут активную подготовку, участвуют на учебно-тренировочных сборах, также выездных сборах и выездных соревнованиях. И мы надеемся, что, и, конечно, наш конек, козырь будут это национальные виды спорта, как я уже сказал, масс-рестлинг, хапсагай, якутские прыжки. Вот на эти виды спорта мы, конечно, надеемся на наших ребят, что на самые высокие награды, вот, да, на наших юных спортсменов надеемся. Тогда давайте поговорим с вами о сборах. Как обстоит это дело сейчас? Как ведется подготовка? Известно ли, кто будет в сборной? Сейчас конкретно неизвестно пока, да, сейчас есть, ну, вот такой порядок подготовки, есть кандидаты, это в любом виде спорта, и среди детей, и среди взрослых такой порядок есть кандидаты. Сейчас тренерский состав вот по всем этим 18 видам спорта, там пусть легкая атлетика, вольная борьба, да, и тогда гимнастика. Вот по всем этим видам спорта тренерский состав, они свои кандидаты набирают, и в течение, вот осталось где-то, вот, ну, скажем, чуть больше полугода, да, полгода, и они будут наблюдать, тренировать, берут состав, допустим, 20 детей, из них будут отбирать, допустим, 10 лучших. Поэтому сегодня окончательный костяк, вот это будет уже где-то, ну, за месяц до выезда в Владивосток будет определен окончательный состав сборной команды республики. А так учебно-тренировочный процесс по всем видам спорта, согласно плана подготовки, каждые старшие тренера, у всех есть свои индивидуальные планы подготовки, они по своему плану подготовки выезжают на учебно-тренировочные сборы, значит, за пределы республики, так? Ну и, конечно же, участвуют на соревнованиях, потому что для каждого спортсмена нужна стартовая подготовка, они должны участвовать, чтобы войти в определенное время в хорошую спортивную форму. Александр Николаевич, какие еще национальные виды спорта пользуются наибольшей популярностью? В нашей республике, по статистическим данным, на сегодня национальным видом спорта занимается более 15 тысяч человек. Ну, из них самыми популярными они, значит, борьбой хапсагай у нас занимается более 3500 человек, масс-рестлингом, значит, более 3200 человек. Ну и по стат-данным, значит, да, около 3000 людей у нас занимается нашими якутскими настольными играми, вот Хаблых-Хамуска, да. Ну и далее там по уменьшающей, там якутские национальные прыжки. Также мы и не забываем про северное многоборье, да, про виды спорта вот, коренных малочисленных народов севера. То есть, получается, у нас самые популярные это вот в республике, внутри республики, это борьба хапсагай и масс-рестлинг, конечно же.
И напоследок, как работают сейчас спортивные объекты для массового посещения? Ну, как мы знаем, постепенно идет послабление, да, ограничения потихонечку будут сниматься. Но на сегодняшний день, значит, мы пока тренировочные мероприятия, значит, ну, для взрослого населения они проводятся, а для детей до 18 лет они пока еще проводятся в дистанционном формате. Но, значит, каждый район, он, значит, глава района, район, оперштаб муниципальный, они вправе выбирать сами, да, в зависимости от обстановки у себя на местах. Допустим, в частности, в городе Якутске сейчас вот учреждение дополнительного образования, то есть это вот спортивные секции, работы детско-юношеских спортивных школ, также находящиеся на территории города Якутска республиканские спортивные школы, у нас тренировочный процесс приостановлен, кроме вот именно нескольких человек, детей, именно сборных команд по видам спорта. Вот те же наши дети, которые будут, сборные составы, будут претендовать на участие в играх «Дети Азии», у них вот закрытая со всеми соблюдением всех санитарных требований, у них закрытые тренировки идут. А в части работы спортивных объектов, да, в городе Якутске спортивные объекты работают с загруженностью 50%, поэтому, дорогие жители республики, горожане, вы можете посетить, согласно расписанию, программы работы объектов, можете посещать спортивные объекты. Ну и хотел бы еще добавить, что, значит, мы спортивные соревнования, конечно, вот каждый житель республики, наверное, соскучились по соревнованиям, да, чтобы и с марта месяца мы начнем проведение на территории республики Саха-Якутия проведение спортивных соревнований. Александр Николаевич, и ваши пожелания любителям физической культуры и спорта? Да, но самое главное, берегите себя. Самое главное, это, как уже вот эта пандемия коронавируса доказала, что самое главное для человека – это здоровье. Берегите себя, занимайтесь спортом, любите спорт, будьте здоровы. Благодарю вас, Александр Николаевич. Спасибо вам за актуальную беседу. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.